15 марта американский адвокат, правозащитник и супруга известной кинозвезды Джорджа Клуни Амаль Клуни рассказала австралийским парламентариям о гонениях Коммунистической партии Китая, которым подвергаются уйгуры. Амаль Клуни предложила издать закон, предусматривающий введение санкций в отношении китайских чиновников и компаний, замешанных в преступлениях против человечества и трудовой эксплуатации миллионов уйгуров, содержащихся в лагерях перевоспитания. Согласно некоторым источникам, по данному вопросу Австралия движется в том же направлении, что и США, и ведет переговоры о разработке аналогичного законопроекта по защите прав уйгуров. Во время рассмотрения законопроекта о наказании за оскорбление национального гимна Китая в парламенте Гонконга началась драка. Оппозиционные депутаты выступили против рассмотрения законопроекта. Когда службы безопасности попытались выдворить их из зала заседания, между парламентариями произошла потасовка. За последний месяц конфронтация сторон происходила дважды. Причиной неурядиц в гонконгском парламенте является отсутствие главы собрания с октября прошлого года. Вчера прокитайские депутаты попытались выдвинуть свою кандидатуру в главы парламента. Однако демократы объявили действия сторонников Китая незаконными. Россия присоединилась к странам, которые поддержали призыв к независимому расследованию вспышки коронавируса в Китае. Ожидается, что проект резолюции, подготовленный Европейским Союзом, будет представлен на ежегодном совещании Всемирного совета по здравоохранению, который является высшим руководящим органом Всемирной организации здравоохранения. CNN отметила, что присоединение России к странам, поддержавшим законопроект о проведении расследования, подготовленный по инициативе Австралии, может привести к тому, что Пекин останется без поддержки своего союзника. Министр здравоохранения и социального обеспечения США Алекс Азар выступил на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Во время видеоконференции Азар сделал следующее заявление. Эта организация не смогла получить необходимую информацию о вирусе, что привело к гибели тысяч людей по всему миру. Подчеркнув, что деятельность Всемирной организации здравоохранения должна быть прозрачной, Азар заявил, что США поддерживают предложение, которое включает проведение независимого разбирательства относительно ответственности организации за нынешнюю ситуацию в мире. Правительство Афганистана утвердило присвоение звания маршала военачальнику и первому вице-президенту Афганистана Абдурашиду Достуму, который обладает значительной силой против талибов на севере страны и известен своим влиянием среди узбекского населения. Чтобы преодолеть проблему двуглавого управления, которая возникла после выборов в стране, глава правительства Кабула Эшреф Гани и правительственный деятель номер 2 Абдулла Абдулла заключили договор. Таким образом, Достум достиг самого высокого военного звания среди правительственных сил, поддерживаемых США.